Dostlar, hizmetdaşlar, biz bizning oilaning televideniye oilasining bugun bek motor, bek talantli, bek kerak o'g'lim jo'g'otdik. Albatta endi biz bu matam yig'ilishini munda o'tkazgan bo'ldik, chunki Radik ne bu yıldan, bu eshikdan 22 yil ishga jirdi. Ammo o'z turmushining eng baxtli minutlarini bizning bilan birga o'tkazdi. Я хотел сказать, что мы, безусловно, потеряли члена нашей семьи, нашего Радика, который работал здесь 22 года. Вместе мы работали 2003 года. Он был не только ведущий, не только телевизионный организатор, не только прекрасный редактор и талантливый человек. Он, безусловно, прежде всего был человек с огромным сердцем, с огромным мужеством, я хочу вам сказать, с огромной волей к жизни. Потому что здесь сегодня, я вижу, собрались, ну, по крайней мере, я вижу 4 поколения тех людей, которые работали вместе с нами. Все вы пришли, большое вам спасибо. Это только означает одно, что он оставил в вашей жизни, в вашей судьбе неизгладимый след. И, безусловно, для меня самым тяжелым является то, что он очень любил свою работу и хотел работать. Мы с ним виделись на прошлой неделе, мы зашли к нему, ну, как бы попрощаться. И он сидел уже на кислороде и шутил, смеялся, ну, держался как всегда, конечно. Ни одного слова там тяжело мне, ну, видно было, что ему тяжело дышать. И он сказал: я вот смотрю телевизор, там молодежи у вас много, ошибок не делают, я приду, я их поправлю. Я говорю: конечно, Радик, мы еще поправим, вместе будем с молодежью работать, воспитывать новое поколение журналистов. И, безусловно, я просто отдаю дань, я вам честно скажу, его мужеству. Потому что он, ну, почти 12 лет боролся с этой болезнью, постоянно ходил на работу, придет после химиотерапии весь аж еле на ногах стоит, ну, я на работе, я говорю: ну не ходи, ну отдохни. Он говорит: нет, для меня это важно, это помогает мне жить. Ну, таких людей мало, безусловно, я не знаю, это очень трудно судить, смог бы ли я так себя вести, я не знаю. Поэтому я траурный митинг хочу открыть и хочу предоставить первое слово нашему коллеге, руководителю ГТРК Татарстан, который тоже его... туған абысы, басқа туғаннары, бірінші ширатта сіздің көтер алмасылы бұлы қайғысын ортақлашасын келе. Біздің үшін, біздің ғаиләбіз деді Ишат Юнусович, шыннан да біз бір ғаилә, 2 жыл жоғалту. Аның yüzінде әр уақыт ылмаю, біздің татар халқында нұрлы күшілер, нұр серпіліп тұрайды. Her bir meselede helge kırabilmişler. Kuluk vakitte anın karakteri de var idi. Nığıydı karakteri, üzerinin fikrini eytebileydi. Lakin yok degende de olanın işiktir yılmayı beyteydi. İşat Yunusovich'nin sözlerin kabatlarga direk sanayım. Bundan da kıraşı bulduradı. Biz anı gördük. Nişik Промышленный сыйганың. Он все время стремился на работу. Я думаю, ну, такой коллектив. Один раз, когда мы с ним сидели, он в телефоне был и заплакал. Я говорю: Радик, что случилось? А он говорит: мне с работы, говорит, пишут и зовут, говорит, меня на работу. Говорит: когда ты придешь на работу? И он жил работой, да, он был хороший отец, брат. Я сам последние вот месяцы понял, как я его плохо знал, как он перенес все эти боли. Оказывается, у него действительно был стержень. Мы раньше мало общались, а вот эти последние 4 месяца мы с ним каждый день практически общались. И я понял, какой он мужественный, сильный человек. Я его не знал таким. Он не показывал боли. И
я горжусь им. Он лучше меня оказался. Я думал, я старший, так сказать. Так что спасибо вам большое за поддержку, руководству, которое всегда ощущалось поддержкой. В любое время были на телефоне, всегда мне говорили, что при любых проблемах звоните. Спасибо вам большое, низкий поклон вам всем. Спасибо. Все. Хорошо слышно, потому что озвучивать меня научил именно Радик. Как треснул по спине, я сразу и больше никогда детским голосом не разговаривала. Он, помимо того, что был большим профессионалом, он всегда находил время интересоваться всеми нами, всеми нашими семьями, нашими детьми и родителями. Он всегда знал, кто как провел выходные. И искренне мы чувствовали, что он интересуется этим искренне. Нам будет очень не хватать его поддержки, его... Да, да. Да, мы будем контактировать.